Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Приветствую вас, дамы и господа. Перед камерой Юлия from Казахстан, которая жаждет вас научить читать по-казахски. И сегодня у нас с вами вот такое вот большущее слово-сочетание. Давайте скорее его научимся читать, ведь я знаю, что вы все хотите научиться читать по-казахски. Итак, поехали. Өндіріс құрал-жабдығымен көтерме сауда жасайтын қойма. Өндіріс құрал-жабдығымен көтерме сауда жасайтын қойма. Өндіріс құрал-жабдығымен көтерме сауда жасайтын қойма. Ну и если у вас все получилось, увидимся с вами в следующем видео. Ну а для тех, кто не смог прочитать, давайте разбираться. Разбираем первое слово. Слово өндіріс. 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 Как прочитать букву Ö с черточкой снизу? Ну, на самом деле очень просто. За основу нужно взять букву Ё. Но буква Ё, когда мы ее изначально произносим, да, мы слышим и краткую. Вот эту часть мы убираем и краткую, и у нас остается звук Ö. Это примерно как буква Ё после согласной. Например, в слове пес. Убираем букву П, и буква Ё звучит как буква Ö. Ö. Өндіріс. Дальше везде идет палочка с точкой. Палочка с точкой в казахском языке – это мягкая буква. И чтобы ее прочитать, нужно понять, что это средняя мягкость между буквами «ы» и «и». Если буква «ы» – это очень твердо, то палочка с точкой… Если буква «ы» – это очень твердо, а буква «и» – это очень мягко, то вот палочка с точкой – это самая необходимая мягкость, которая нам нужна в казахском языке, когда мы видим, собственно, эту палочку с точкой в слове. Өндіріс. Если мы прочитаем через «ы», будет следующее. Өндіріс. Очень тяжело после мягкой гласной, после буквы «ы» это читать, да? Өндіріс. Если мы прочитаем через букву «и», что будем? Пробуем. Өндіріс. Кстати, мягко вроде, но тоже твердо читается. А в казахском есть такие правила, как гармония гласных, да, синхронизм. То есть все должно звучать очень и очень комфортно для нашего языка. Өндіріс. То есть палочка с точкой ровно та мягкость, которая нам и необходима. Пробуем. Өндіріс. Өндіріс. Едем дальше. Слово, состоящее из двух слов. Құрал-жабдығымен, да? Разбираем из них первое слово құрал. И что мы видим? Мы видим букву К с хвостиком снизу. Чтобы ее научиться читать, нужно просто отхаркнуться через букву К обыкновенную. К. Надеюсь, у вас все получилось. Дальше идет буква У с черточкой снизу. Чтобы ее научиться читать, нужно сделать следующее. Просто произнести букву О, но очень и очень коротко. О, 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 Ко, 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 Крал, Крал, Крал. Ну а если с буквой О у вас не получается, все-таки через букву У, но тоже очень и очень коротко. Крал, Крал. Как будто бы она есть, но ее как будто бы и нет. Крал. Второе слово – жабдығымен. Жабдығымен. Буква «ы» читается очень и очень коротко, в отличие от русской версии. И как же научиться читать букву «г» с черточкой посередине? На самом деле тоже очень и очень просто. Нужно тоже откашляться через букву «г» или отхаркнуться. Жабдығымен. Өндіріс құрал-жабдығымен. Едем дальше. Слово көтерме. Смотрите, здесь тоже все как пишется, так и читается, и ничего не искажается. Но букву О с черточкой снизу, с черточкой посередине вы читать уже умеете. Көтерме. Сау, да, тоже ничего сложного. Слово жасайтын. От слова жасау, да, и убрана буква У, опять грамматика пошла, прибавлено окончание «тын», и, собственно, вот так это все и читается. Жасайтын.
И следующее, последнее, заключительное на сегодня слово койма. Койма. Букву К с хвостиком вы читать уже умеете. Ну а теперь давайте все это объединим и прочитаем наше большущее словосочетание целиком. Өндіріс құрал жабдығымен көтерме сауда жасайтын қойма. Өндіріс құрал жабдығымен көтерме сауда жасайтын қойма. Өндіріс құрал жабдығымен көтерме сауда жасайтын қойма. Дамы и господа, я была рада вас научить новому большущему словосочетанию на казахском языке. Если вам понравилось, увидимся в следующий раз. Ну а с вами была я, Юлия from Казахстан.